Здравствуйте, дорогие ребята! Вот и настало время нашей вечерней сказки. Сегодня я хочу вам прочитать русскую народную сказку «Чивы, чивы, чивычок». Жил-был старик со старухой. Жили они бедно и дошли до того, что не стало у них ни дров, ни лучины. Старуха посылает старика: «Поезжай в лес, наруби дров». Старик собрался, приехал в лес, выбрал дерево и тяп-тяп по нему топором. Вдруг из дерева выскакивает птичка и спрашивает: «Чивы-чивы-чивычок, чего надо, старичок?» «Да вот, старухе надобно дров для лучины». «Поди домой, у тебя много и дров, и лучины». Послушался старик, не стал рубить дерево. Приезжает домой, а у него полон двор и дров, и лучины. Рассказал он старухе про птичку, а старуха ему говорит: «У нас изба-то худа, поди-ка, старик, опять в лес. Не поправит ли птичка нашу избу?» Старик послушался, приезжает в лес, нашел это дерево, взял топор и давай рубить. Опять выскакивает птичка: «Чивы-чивы-чивычок, чего надо, старичок?» «Да вот, птичка, у меня больно изба-то плоха, не поправишь ли ты?» «Иди домой, у тебя изба новая, всего вдоволь». Воротился старик домой и не узнает. Стоит на его дворе изба новая, словно чаша полная, хлеба вдоволь, а коров, лошадей, овец и не пересчитать. Пожили они некоторое время. Приелось старухе богатое житье, говорит она старику: «У нас всего довольно, да мы крестьяне, нас никто не уважает. Поди-ка ты, старик, попроси птичку, не сделает ли она тебя чиновником, а меня чиновницей». Старик взял топор, приезжает в лес, нашел это дерево и начинает рубить. Выскакивает птичка: «Чивы-чивы-чивычок, чего надо, старичок?» «Да вот, родима птичка, нельзя ли меня сделать чиновником, а мою старуху чиновницей?» «Иди домой, будешь ты чиновником, а старуха твоя чиновницей». Воротился он домой, едет по деревне, все шапки снимают, все его боятся. Двор полон слуг, старуха его разодета, как барыня. Пожили они небольшое время, захотелось старухе большего. «Велико ли дело, чиновник? Царь захочет и тебя, и меня под арест посадит. Поди, старик, птички попроси, не сделает ли тебя царем, а меня царицей?» Делать нечего. Старик опять взял топор, поехал в лес и начинает рубить это дерево. Выскакивает птичка: «Чивы-чивы-чивычок, чего надо, старичок?» «Да вот чего, матушка, родимая птичка, не сделаешь ли ты меня царем, а старуху мою царицей?» «Ступай домой, будешь ты царем, старуха твоя царицей». Приезжает он домой, а за ним уж послы приехали. «Царь, где помер, тебя на его место выбрали». Немного пришлось старику со старухой поцарствовать. Показалось старухе мало быть царицей. «Велико ли дело, царь? Бог захочет, смерть пошлет и зароют тебя в сырую землю. Ступай, старик, к птичке да проси, не сделает ли она нас богами». Взял старик топор, пошел к дереву и хочет рубить его под корень. Выскакивает птичка: «Чивы-чивы-чивычок, чего надо, старичок?» «Сделай милость, птичка, сотвори меня богом». «Ладно, ступай домой, будешь ты быком, а старуха твоя свиньей». Старик тут же обратился быком, приходит домой и видит: стала его старуха свиньей. Вот такая сказка, очень поучительная, ребятки. Надеюсь, вам понравилась. Ну что ж, мои дорогие, спокойной ночи.